Роберт, Грузия должна наказать своих чиновников, которые требуют завышенных транзитных цен из Азербайджана в Армению. Это звучало из Грузии. Да. Это про конкуренцию или что-то есть? Ну, это про то, что в Грузии поняли, что если они продолжат вот такую политику в отношении Армении и Азербайджана, то пострадают именно они. Хотя, с другой стороны, я бы сказал, если смотреть из Еревана, то это нам выгодно. Пусть Грузия будет попытаться взимать больше платы, а там говорилось, если я не ошибаюсь, в среднем больше, чем от других в 40 раз. Это, конечно, очень завышенная цена. И Азербайджан из-за этого, хотя бы из-за этого, частично будет попытаться использовать армяно-азербайджанскую границу, потому что для нас очень важно использовать не только Трип и не только вот часть в Сюнике, а другие части границы тоже. Если Азербайджан заявил, кстати, нашим коллеге тоже об этом я скажу, Азербайджан заявил, что рассматривают хотя бы восстановление железной дороги. Да, ну, Минвал написал, там их медиа, которая очень близка к правящим кругам. Минвал написал, что в Азербайджане очень тесно рассматривают возможность восстановления железной дороги в Казах до границы с Арменией, а оттуда можно и машинами от Грузии отправлять. То есть обходить Грузию, да? Обходить Грузию, да. Вот смотрите, ну, Грузия, как я уже сказал, поняла, что это во вред самой себе, но с другой стороны, как поздно они это будут понимать, чем поздно будут понимать, тем больше будут работать коммуникации между Арменией и Азербайджаном, а это нам на руку. Что скажет Владимир? Будут работать армяно-азербайджанские коммуникации хорошо. С моей точки зрения, это стоит приветствовать. Будем ждать, пока не сработают. Так, до конца года мало осталось, Владимир. Больших перемен уже не ожидать, нет? Большие перемены в чем? Во всем. Я думаю, что в том, что ситуации вокруг возможного или виртуального завершения российско-украинско-западного конфликта, здесь будет еще много новостей. Они будут приходить постоянно, тем более на понедельник назначена новая встреча 3 западноевропейских лидеров и Зеленского. Туда должен приехать, а может быть и не приехать кто-то из американских высокопоставленных чиновников. Я не знаю, кто у них останется на этой должности, потому что Дрискала уже сегодня отстранили, а Витков, скорее всего, не захочет ехать, а Рубио не поедет просто потому, что он не любит таких форматов, но кто-то, возможно, поедет. Вот они в понедельник будут у нас с новым источником новостей. Да. Ну да, от этого очень многое зависит. А зависит от этого, будет армяно-азербайджанское соглашение, мирное соглашение? До конца года я не думаю. Конечно, вокруг украинской войны, российско-украинской войны могут быть очень много изменений, но ни одно из них, из этих изменений, не приведет к завершению конфликта, к завершению войны, к сожалению, конечно. А что касается армяно-азербайджанских переговоров, то здесь процесс продолжается и будет продолжаться еще как минимум до середины 2026 года, до того, как в Армении будут выборы. После этого могут быть кардинальные изменения. До этого просто процесс будет с разными темпами продолжаться. Это касается и разблокировки транспорта и коммуникации? Да, конечно, это касается, в первую очередь, это касается разблокировки. Но вот, смотрите, я думаю, что возможны изменения в сторону Турции. Может быть, мы встретим новый 2026 год с каким-то режимом, по которому будет работать граница между Арменией и Турцией.